Педагог-психолог в школах и детских садах сейчас – это очень важный специалист. Он наблюдает за поведением детей, их психологическим развитием, социальной адаптацией и оперативно реагирует на возникающие сложности и проблемы. В 2023 году на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства принял участие 21 педагог-психолог Чувашской республики из образовательных организаций дошкольного, общего и среднего профессионального образования. Добрые, мотивирующие, напутственные поздравления и пожелания высказал ректор Чувашского республиканского института образования, доктор филологических наук Юрий Исаев. И думаю, что вы не зря это сделали, потому что профессиональный рост ценится везде. Ради чего жить, если мы не желаем жить людьми, которые хотят быть первыми? Не стоит тогда и жить, по большому счету. Поэтому вы молодцы. Члены жюри, они у нас объективные, серьезные, высокоинтеллектуальные. Они наверняка, и я уверен в этом, оценят объективно и самые лучшие станут победителем. Сначала выберут из вас 5 лауреатов, а потом уже победитель появится, и там уже бонусы, господи, каких только нет бонусов. Так что стремитесь. Учный этап конкурса включал в себя 3 испытания. Это открытое мероприятие с обучающимися, блиц-интервью и профессиональные кейсы. Открытое мероприятие с обучающимися – это публичное выступление конкурсанта, демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики. Блиц-интервью представляет собой экспресс-интервью по актуальным проблемам психологии образования в формате вопрос-ответ. Заключительное конкурсное испытание – профессиональные кейсы, решение профессионального кейса, иллюстрирующего психолого-педагогическую проблему, демонстрирующего анализ и оценку проблемной психолого-педагогической ситуации и ее решения. Мы в этом году, в год счастливого детства в Чувашской республике, видоизменили формат проведения конкурса. И у нас обязательное открытое мероприятие сегодня с детьми. И что мы видим? Мы видим, что педагоги-психологи умеют входить в контакт с нашими современными детьми. Это нас очень радует. Мы видим, что для них проблема детей – это то, что они понимают, то, с чем они работают каждый день. Педагог-психолог помогает ребятам справиться с тревожностью, выбрать профессию и построить счастливое будущее. Конечно, это непростая задача. Она требует очень много времени и душевных сил. В данном случае те мероприятия открытые, с обучающимися, которые мы пронаблюдали, они в основном ориентированы на диалог, на взаимодействие с обучающимися, на сотрудничество. И в этом плане, конечно, это замечательная вообще обратная связь тому, что есть образовательная политика, и она реализуется в деятельности педагогов-психологов. Они действительно находят контакт с обучающимися, говорят на их языке. Но, понятно, есть наверняка пожелание такого плана, чтобы действовать максимально включенно в позицию сегодняшнего дня, сегодняшних актуальных проблем. Вот здесь есть пожелание. У каждого специалиста свой путь в профессию. Ольга Сергеева, педагог-психолог школы номер 12 города Новочебоксарска, уже давно работает с детьми и ни разу не пожалела, что выбрала этот путь. Наверное, очень хотелось остаться в образовании, но немножко не могла определиться с областью образования. И поняла, что я хочу работать со всеми. И с маленькими, и с большими. Поэтому и поняла, что это все-таки психология. При работе с малышами нужно учить их общаться между собой и со взрослыми, развивать речевые навыки и навыки коммуникации. Ну и, конечно, миссия педагога-психолога – помочь с адаптацией в детском саду. Но в основном это, конечно, профилактическая или коррекционно-развивающая работа с детьми в соответствии с профессиональным стандартом педагога-психолога, да, психолог в сфере образования. Мы проводим коррекционно-развивающую работу с детками, которая направлена на развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы, развитие познавательной деятельности, снижение тревожности, решение проблем поведения, общения. Участие в конкурсе – это большой вклад в будущее, обмен опытом с коллегами и знакомство с новыми методиками. Психология не стоит на месте, и такой специалист постоянно должен совершенствоваться. Я выбрала 7 класс, и я участвую в этом конкурсе для опыта работы. Мне он необходим, потому что я молодой специалист, я работаю всего лишь 2-й год, и очень замечательное жюри, я уже сейчас поучаствовала. У меня было мероприятие, вот как раз с 7 классом. Жюри очень замечательное, они дали столько много добрых советов.
То есть мне сейчас есть куда стремиться и к чему. Так что, как говорится, нет предела совершенству. А по итогам конкурсных испытаний определилась 5 лауреатов. Ими стали Алина Гаврилова, Батаревская средняя школа номер 1, Татьяна Мартынова, педагог-психолог детского сада номер 167 города Чебоксары, Елена Мельникова, детский сад номер 143 города Чебоксары, Ольга Сергеева, школа номер 12 города Новочебоксарска, и Елена Ешпугалова, педагог-психолог средней общеобразовательной школы номер 1 города Шумерля. Поздравляем всех участников конкурса. Желаем дальнейших достижений и побед. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.